Спасибо депутатам правящей партии «Единая Россия». Они открыли казахам глаза на РФ. Они нам сняли розовые очки. А Путин вам не снял розовые очки, когда сказал, что у вас государства не было? Теперь понял значение слова «не брат ты мне». А что, «Единая Россия» вам была братом, что ли? Вот я, допустим, никогда не считал так это. Я считаю, что в Астрахани казахи коренной народ, в Оренбургской области коренной народ. Я вообще считаю, что эти границы проведены были в СССР, исходя из иных принципов, иных положений, экономических задач, народно-хозяйственного комплекса и так далее. Конечно, Великая Степь – это обитель, родина казахов, родина тюрок, родина кочевых народов. Русские там оказались, потому что была политика имперской колонизации. И спасибо казахскому народу, что они относятся к русским без ненависти. Как бы к тем людям, которые живут там в Уральске или в других местах, в Караганде. Там много русских живет, в Алма-Ате. Казахи относятся по-братски. Казахский народ очень хороший народ, гостеприимный, гордый народ. Оскорблять его не надо. Никонов, когда это говорит, они сознательно это делают. Казахстан – это не осколок Советского Союза. Казахстан – это наследник древнего тюркского фактора, который был, есть и будет в этих местах. Для которого эта степь, эти горы, эти озера, эти реки – это, собственно, родина, земля. Это колыбель тюрок во многом. Двигаться вперед по пути развития тюркской идеи, тюркской цивилизации – это крайне важно. Это крайне важно и для меня, как для русского, что в Казахстане это происходит. Я считаю, что свобода и будущее русского народа во многом зависит от успехов тюркского фактора. Потому что тюрки, вы более свободны, чем мы, русские. Не скрою. И поэтому ваше возрождение, оно естественным образом поможет и нам тоже найти себя.